Саламатсыздар ма, құрметті Саламатсыз. әріптестер? Алматы қаласы білім басқармасы қалалық білім берудегі жаңа технологиялардың ғылыми әдістемелік орталығы техникалық және кәсіптік білім беру бөлімінің жоспарына сай тікелей сұхбат сағаты педагог әдіскер қалалық жобасы аясында колледж педагогтарына арналған онлайн вебинарды ұйымдастырып өткізіп отырады. Осы үдеріске үлес қосу үшін техникалық және кәсіптік білім беру бөлімі тарапынан тікелей сұхбат сағаты педагог әдіскер жобасы іске асырылып келеді. Жобаның жалпы мақсаты білім беру мекемелеріне ақпараттық технологияларды енгізу, оқытушылардың біліктілігін арттыру, әдістемелік көмек көрсету болып табылады. Бүгін сіздердің назарларыңызға техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында тәрбие процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері тақырыбында колледж психологы және тәрбие ісі жөніндегі директордың орынбасарларына арналған қалалық семинарды ұйымдастырып отырмыз. Мұнда туризм және қонақжайлылық индустриясы колледжінің тәрбие ісі жөніндегі директорының орынбасары Қансарбаев Асланбек Қорғанбекович өз тәжірибесімен бөлісетін болады. Бүгінгі ұйымдастырылып отырған іс-шарамыздың қызметтеріңізде өз үлесін тигізетініне үмітіміз зор. Асланбек Қорғанбекович, сөз кезегі сізге беріледі. Саламатсыз, Дидар Сарсенгалиевна, маған демонстрация экранаға разрешение беріңізші. Аха, қазір 1 минут. Жасалған екен деп қалдым. Берілді ма? Иә, берілді. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Барлықтарыңызды аман есен көргеніме қуаныштымын. Жұмыстарыңызға сәттілік тілей отырып, өзімнің жұмысымдағы, осы тәрбие жұмысын ұйымдастырудағы кішкене бір тәжірибемен бөлісе кеткім келіп отыр, және өзімнің біршама ұсыныстарым бар еді. Өйткені өздеріңіз білесіздер, біршама колледждарда тәрбие ісі бойынша орынбасарлары жалпы ауысу өте жиі, сондықтан да кейбір әріптестеріміздің жұмысында қиындықтар туындап жатады. Енді жалпы маған қалалық әдістемелік бөлім орыс тілінде сөйлесеңіз болады дегендіктен мен өзімнің презентациямды жалпы орыс тілінде дайындағам, сондықтан да ары қарай орыс тілінде сөйлейміз, өйткені басынан бастап жоспарда солай көрсетілген еді. Көрініп тұр ма, әріптестер, сіздерге? Көрініп тұр ғой? Иә. Ендеше көрініп тұрса, онда ең бірінші өз-өзін таныстыра кетейін. Менің есімім Қансарбаев Асланбек Қорғанбекович, колледж индустрии, туризма и гостеприимства, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Та тема, которая была мне поручена городским кабинетом по организации метод работы, это была тема особенности организации воспитательной работы в учреждениях ТИПО. Ну, сразу же хочу сказать, что техническое и профессиональное образование – это одно из направлений образования, главной целью которого является подготовка квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена. И это особенно важно. Почему я именно этот момент выделил в отдельный слайд? Объясняется очень просто. Потому что некоторые наши коллеги начинают путать учреждения ТИПО со школами, либо другими учреждениями образования. То есть, самое главное нужно помнить. В учреждениях ТИПО главной целью является именно профессиональная подготовка, привитие профессиональных навыков. И, соответственно, организация и проведение, а также планирование воспитательной работы в учреждениях ТИПО также должно быть направлено именно на то, чтобы содействовать достижению этой цели. Сондықтан да, құрметті әріптестер, осы мақсатты естеріңізде сақтап отырсаңыздар дұрыс болар еді. Ну, что такое в целом воспитательная работа в образовании? Воспитательная работа в образовании – это целенаправленная деятельность, которая своей целью ставит создание условий для полноценного развития личности. Развитием личности занимается не только учреждение образования, развитием личности занимается государство в целом, каждая семья в отдельности, каждый человек в процессе самообразования может
себя также развивать. Ну и учреждение образования выступает только одной из сторон. То есть вот это тоже очень важно помнить, потому что не надо человека форматировать после поступления в колледж и переделать его под себя. Нет, на каждого студента нужно смотреть как на целенаправленно пришедшего к нам человека, индивидуума, который уже до поступления в колледж получил определенные навыки, получила определенный уровень воспитания. И вот с этого уклона именно нужно смотреть в части организации воспитательной работы в колледже. Ну и существуют традиционные методы воспитания, которые всегда нужно использовать в процессе организации воспитательной работы в учреждениях типа. Ну это, соответственно, рассказ, беседа, разъяснение, убеждение, диспут, классные часы, мероприятия, игры. На некоторых из них, точнее на особенностях проведения на особенностях отдельных методов воспитания в учреждениях типа я сейчас и остановлюсь. Одним из самых важнейших инструментов проведения воспитательной работы в учреждениях ТИПО является именно кураторский час. Ну, он называется в некоторых колледжах, он называется классный час, в некоторых колледжах он называется кураторский час, без разницы. Как бы это инструмент воспитательной работы не назывался, самое главное, нужно помнить, что на классном часу, либо на кураторском часу всегда должен соблюдаться принцип общения руководителя группы и его воспитанников. Классный час никогда не должен превращаться в монологовый инструмент. То есть вы все сидите, а я стою и начинаю как куратор или как руководитель группы полностью только выступать. Нет, обязательно общение. Общение подразумевает обратную связь. Об этом также нужно помнить. Дальше. Существуют следующие особенности организации кураторского часа в учреждениях ТИПО, то есть время, которое выделяется на кураторский час, должно составлять не более 45 минут. Это то есть ровно 50% от нашей академической пары. Почему нужно строго придерживаться временного промежутка? Когда есть четкий временной промежуток, это заставляет нас более конкретно подходить к решению той или иной задачи. Когда предоставляется в некоторых колледжах, я знаю, на классные часы иногда предоставляются даже целые пары. Это уже приводит к тому, что размывается цель, потому что времени очень много. Поэтому чем меньше времени уделяется, тем большую фантазию должен будет проявлять классный руководитель, либо руководитель группы, для того, чтобы в этот предоставленный небольшой промежуток времени совместить и воспитательную, и профессиональную направленность. Кураторские часы многие проводят в форме лекций, диспута, собрания даже проводят. Ну, это неправильно, я считаю, потому что кураторский час, он должен точно так же, как наш урок состоит из орг-момента, основного момента и закрепления момента, точно так же кураторский час всегда нужно подразделять на этапы. То есть определенный этап должен быть у вас направлен на достижение там, патриотической цели, определенный момент на привитие общечеловеческих ценностей. Ну и всегда важно помнить и воспитательный момент. То есть кураторский час он должен быть у вас вот таким насыщенным и разнообразным. Дальше. При подготовке к кураторскому часу всегда важно помнить, что это должно быть коллективным мероприятием. То есть это не должно быть, еще раз повторяю, монологовым, единоличным мероприятием руководителя группы. Привлекайте к проведению кураторского часа студентов. Актив группы привлекайте, родителей можно привлекать. Тем более сейчас новые технологии нам позволяют это вполне прекрасно делать. Поэтому кураторский час должен, точнее имеет вот такие небольшие особенности при проведении в учреждениях ТИПО. Дальше следующий инструмент, на котором я хотел бы остановиться, это воспитательная беседа. И плюс здесь точно так же очень многие забывают о том, что беседа подразумевает не только там студент, ты слушай, я тебе все буду говорить. Нет, воспитательная беседа подразумевает участие обоих сторон. То есть в зависимости от того, какая это беседа, но в любом случае от подростков должна осуществляться обратная связь. Ну, я рекомендую, или точнее в своей деятельности я провожу три или использую три типа бесед. Это разъяснительная беседа, когда в основном представитель колледжа, куратор, мастер, либо член администрации колледжа, он разъясняет, какие моменты подросток должен помнить, особенно запомнить. Это могут быть выдержки из правил общего распорядка, это могут быть правила
которые являются выдержками из нормативно-правовых актов, то есть это разъяснение. Но и при этом всегда важно слушать мнение второй стороны. Следующее – это профилактическая беседа. Профилактическая беседа, она проводится в основном со студентами, которые были замечены в нарушении устава учебного заведения, либо находятся на внутриколледжном или внешнем учете в органах ювенальной полиции. И мотивационная беседа. Вот на этом я хотел бы остановиться подробно. Запомните, что воспитательная беседа – это не только делать замечания или ругать. Мотивационная беседа играет огромную роль, потому что мы должны беседовать не только с теми студентами, которые у нас что-то совершили или в каком-то нарушении были замечены. Мы должны больше проводить мотивационных бесед, которые включают в себя похвалить какого-то студента за достижения там, на профессиональном уровне, на спортивном уровне, на научно-исследовательском уровне и так далее. То есть мотивационная беседа должна в общем контексте воспитательных бесед, например, из 100% проводимых воспитательных бесед, не меньше половины бесед должно иметь мотивационный характер. Ну и особо хочу сказать, что любая воспитательная беседа, разъяснительная, профилактическая, мотивационная, без разницы, она должна обязательно фиксироваться. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы показать при случае, при необходимости, конечно, не дай бог, но при необходимости, либо когда потребуется, чтобы вы могли показать, что вы действительно с каждым студентом определенную беседу ведете. Плюс это журнал может быть, например, оформлен вот так. Я просто привел в пример журнал, который имеется у нас, журнал учета бесед с родителями, но точно в таком же формате можно сделать журнал учета бесед со студентами. Ну и следующий момент, это воспитательное внеклассное мероприятие, это тоже основной инструмент, который мы используем при организации учебно-воспитательной работы. Здесь тоже есть свои особенности, на которых сейчас хочу остановиться. Вот есть традиционные мероприятия, которые мы проводим каждый год. Это может быть осенние балы, посвящение в студенты, праздник Наурыз там, и так далее. Мероприятие, посвященное Дню независимости, Дню республики. Вот самая главная ошибка, которая совершается при проведение либо планирование этих мероприятий заключается в том, что вот первого не везде делаются. То есть эти же мероприятия являются традиционными, они не новые. Но всегда каждый зам по воспитательной работе при проведении, точнее, когда вы проводите эти мероприятия, например, проводите мероприятия на Наурыз, всегда, допустим, в прошлом году вы провели Наурыз, в прошлом учебном году, были какие-то недочеты, которые вы пришли в голову или которые вы увидели прямо во время проведения этого мероприятия. Это все нужно взять на карандаш, завести в отдельный блокнот. И когда в этом году вы будете проводить Наурыз, все эти недочеты нужно открыть заново, посмотреть, какие ошибки были совершены в прошлом, для того, чтобы их в этом году не повторить. Но все остальные этапы во всех учебных заведениях проводятся без проблем. Но вот самый главный, первый этап, анализ предшествующего этапа этого мероприятия нужно обязательно соблюдать. Ну и самое главное, я хочу дать своим коллегам, особенно тем, кто только начинает работу в должности зама по воспитательной работе, всегда помните две вещи. Каждый шаг вашего, точнее, каждый шаг, каждый этап вашей педагогической деятельности должен быть направлен на достижение воспитательных целей. То есть любое мероприятие, будь то творческое, спортивное, даже самая обычная дискотека, которую вы проводите в своем учебном заведении, он всегда должен в первую очередь преследовать воспитательную цель. Даже экскурсии, да, любые. И самое главное, молодые коллеги, я хочу вам сказать, помните, любые мероприятия со студентами, которые вы проводите, они должны иметь подтверждение в форме фотоотчета, в форме фиксации бесед, там, без разницы. Поэтому вот эти два моих самых больших совета, которые я хотел бы дать моим коллегам. Ну и спасибо за внимание. Я готов ответить на ваши вопросы, если у вас таковые имеются. Әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Нет вопросов. Түсінікті бәрі. Рахмет. Түсінікті болса, енді осы жерде әріптестер, сіздер жазда осы өздеріңіз оқыдыңыздар, иә, ЧС-тің курсы деп, осыған байланысты толықтай программа жасалған болатын, поурочный планымен толықтай. Оны енді факультатив болып қосылып, артынан қосылмайтын болды деп, осы классный частта өту туралы бұйрық түскен болатын. Осы кураторский частта әрбір куратор осы
ЧС-тің бағдарламасы бойынша кем дегенде 5 минут, әйтпесе 10-15 минутын міндетті түрде ЧС бағдарламасына бөлсін. Осы тақырыпты міндетті түрде қозғап қарап отырсын. Осы жағын қадағалаңыздар. Кез келген жағдайда, яғни өздеріңіз білесіздер, Алматы қаласында бізде төтенше жағдайлар жиі болып тұрады, жер сілкінісі деген сияқты. Соған біздің кез келген жастарымыз, студенттеріміз дайын болу керек. Сол себепті осы кураторский часта осы тақырыпты міндетті түрде қозғап, педагогтар, яғни кураторлар барлығы айтып отырсын. Сұрақтарыңыз бар ма, әріптестер? Сұрақ жоқ, жақсы, рахмет. Сарсенгалевна, бір 5 минут айта кетейін. Каждый руководитель группы, каждый мастер производственного обучения в первую очередь должен быть амбициозным человеком. То есть всегда помните о том, никогда не скрывайте свои амбиции. Сегодня вы мастер, завтра вы видите в себе директора колледжа, там, либо министра, начальника департамента. И это всегда дает вам брать на себя больше ответственности, не бояться ответственности. С самых первых дней руководства группы смотрите на своих студентов, как на тех людей, которые являются именно вашей поддержкой, вашей помощью, ступенькой для осуществления ваших целей. Асланбек Қорғанбекович, сізге көп-көп рахмет. Енді осы жалпы сұрақтарыңыз басқа болмаса, біздің осы бүгінгі өткізген вебинардың видеосын біздің YouTube каналымыздан көре аласыздар. Оның ссылкасын біз чатқа жібереміз. Және де осы болмаған YouTube каналымызға тіркеліп, соны қарасаңыздар болады. Барлықтарыңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар. Сау бол.